Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 4 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 66 sistem artileri, 92 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata 4 Februari melansir jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 dari Angkatan Udara Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang fasilitas daya yang mendukung tindakan AFU, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel UAV, depot, dan lokasi peluncuran serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 146 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 199 kendaraan udara tak berawak sayap tetap, dengan 124 diantaranya berada di luar wilayah operasi militer khusus. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.338 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 21.007 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS. Juga 21.190 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.149 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Противник потерял до 35 военнослужащих, 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, танковой, трехмеханизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай, Харьковской области, Новоегоровка, Луганской Народной Республики и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 7 пикапов и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины. В районах Дзержинска, Лысовки, Котлина, Димитрова, Ленина, Успеновки, Ясенова и Андреевки. Противник потерял до 520 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер «Викинг», 3 автомобиля, 2 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменская, Орехово-Васильевка, Предтечина, Часов Яр, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 автомобиля. Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника
146 районах. ВКС России в воздушном бою уничтожен Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 7 реактивных снарядов «Химарс» и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием танковой, 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополя и Днепроэнергии. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, 3 боевых бронированных машины и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 3 бригад береговой обороны в районах Малых Щербаков, Днепровского и отряда Каменки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожен sклад боепрipasов. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.